Тетя Люба, вот это вы все делали сами? Да, все сама, все. А это какого года вышивки? Такого? Ну, як вже діти подросли. То вже замуж збирали ще. Так тоді ще її готувала. 70-е? Да. 70-е. И вот это то, что тканины, это тоже вы сами ткали? А, все сама. А кругом все, я готовила її, ну. Людки. Это придано моей дочке большей. Вот. Вот такого хорошего придано. Да. Я придано работала и брала с собой на работу, нашивала. А это овечки пастила и вязала коронки. Ну вот, видите, какие хорошие короночки. Очень красиво. Все вишивання, это діти тепер мені звозять назад. Хто хоче, хто не хоче його. А тепер, як ви бачите, ніхто не хоче цього. Усім дітям. А тепер теж не хочуть цього моєго нічого. А що? Привозять назад. Зато вы как в музее, тетя Люба, вы как в музее народного белорусского творчества. А где кросны стояли? А там красный стоял. Вы в этой хате давным-давно живете, да? 70-го 70-го года. Заробляла копейку, да вот купили хату с дедом в 70-м году за Боровиками, деревня Шведская. А тогда кросны там стояли. Дети малые были мне, мотали чашечку, вот закладать эти цветы как были. Угу. Ну, вот так и добывала я все. Ну, Сколько детей? 5 детей. 3 дочки, 2 сыночки. Слава Богу. Ну вот и все. Все вышивала, все брала на работу. А дома хозяйство было, думается, так, как сказать, так. А работали в хуторе в бригаде? Работала я кругом на Пошовной, и кругом я тільки всюди була. І той казав, а вот так просто надо, это у Иванчиковой теє брала, Ирины Вдядной. Он там, и все подряд шло. Угу. Бульбу сеяла, пока туди-сюди по кілометру сходять, так я зуб коронок зв'яжу. Угу. Да и вот и красные малые дети были, так делали мне чашечки, я в это закладала кругом. Так это только одна новая вот осталась. Дети вязали? Вязали, самая меньшая Людка, Крючком, она и а я вязала, гладью вышивала. и вышивала, и все работала. Мои дети, слава Богу, все делали. А ткать могли? Я Ткать? А? Да? Нет. Я ткала. Ну, я это трохи училась, а меньше нет. А кросны уже не сохранились? Красные попалили, все попалили. Уже за Все ненадобность? попалили. Или старенькие были Это уже? одна в эта постелочка осталась. Думаю, про это нашивание докажу у мозги ляпая. А я вот думаю, думать, как вы всего все легко. успевали. Так А? нет, я вообще не представляю, как можно было всю работу поделать и в поле, и дома, и шить, и вязать, и ткать. И огороды, и те участки давали, и все справляли ще робити. Все справляли ще робити. Ну, а так, би той казав, куди йдеш на роботу, трошки знаєш, посидиш, де хто сидить, а хто лежить, хто віддихає, а я вернусь, коронки вяжу. Бачах, а это, ну, закладанка. Угу. И это закладанка, это одни. Значит, простынь с коронками называется как в вашей местности? Ну, это простина нашивана. Простина. А як ти її назовеш? Ну, люди подзор говорят. Подзор специально, вот такая ширина, и нашита с коронками, только цепляется к кровати. А, это как разница. Подузорник. Ага. А если она застилается на кровать, это простина. А вы сами местная, хуторская? Или вы замуж сюда пришли или местная? Не, местная. А муж был местный?
И он 5 числа помер мой Леня. Нет, это я знаю. И он здешний. И он И местный. по соседству. А так вы познакомились по От соседству? кладбища. Мгм, Наша хата була третя. мгм. А Леня на другу сторону, 5 хат от меня. И мы поженились. Ясно. Пришел с армии, и мы поженились. Как летят года, словно ветер, выросли с тобою мы давно. Взрослые теперь, но все же дети. Для родителей мы все равно. Живите очень долго и будьте светом. Благословляют дети вас за то, что дали жизнь вы нам на свете. Благодарим сегодня вас, а мы все так же чувствуем участие, родительскую близость и любовь. И понимаем, что ведь это счастье, когда роднятся души, а не кровь. Живите очень долго и будьте светом. Благословляют дети вас за то, что дали жизнь вы нам на свете. Благодарим